Всем привет! Сегодня у нас в гостях анимационная студия «Тундра». Анна и Егор, приветствую вас. Пожалуйста, сначала представьтесь, кем являетесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна, пожалуйста, начните. Меня зовут Анна Борисова, я директор по маркетингу в анимационной студии «Тундра». Меня зовут Егор Олесов, я являюсь 3D-моделером окружения. Ну, расскажите, пожалуйста, когда появилась ваша студия, сколько человек сейчас в команде? Наша студия появилась в конце лета прошлого года, то есть нам, получается, еще даже нету года. Но мы уже успели создать мультфильм целый и собрать классную дружную команду. У нас есть 3D-аниматоры, 2D-художники, моделеры, художники по персонажам, и так далее. Все, что нужно для полного цикла. Кто придумал название «Тундра» и что означает это именно в вашем контексте? Название придумал наш основатель, директор и режиссер Александр Хлопков. Название должно передавать то, что мы из, можно сказать, тундры, из Северной Республики. Какую-то близость к корням. Одно емкое слово, скажем так. Да. За очень короткое время вы стали известны уже производством 3D-ленты, мультфильма короткометражного «Бык холода», «Темнелуга». Расскажите, пожалуйста, про этот мультфильм, сколько по времени заняло производство, и, если не секрет, во сколько обошелся? Мультфильм мы создавали 8-9 месяцев. Производство нам обошлось примерно в 5 миллионов. Из них, половину нам дал фонд Синет Сахавуд, половину мы сами заработали на других проектах. Какие отзывы? Где состоялась премьера? Какие отзывы уже услышали? Первая рабочая премьера прошла на финале конкурса «Стартап-тур» в Якутске. А такая общественная премьера прошла 27 апреля, в День Республики, на телеканале НВК-СХ. Отзывы были очень классные, всем понравилось. Люди там звали своих соседей, всех, своих детей. Вместе собирались перед экраном и смотрели. То есть это как раз то, чего мы хотим, чтобы люди собирались вместе всей семьей и смотрели мультфильм. Режиссер Александр Хлопков, он придумал сценарий, потом этот сценарий вместе доработали с шеф-редактором студии Disney, и потом уже собралась команда и начали работу. Егор, наверное, может о рабочем процессе побольше рассказать. Да. Рабочий процесс, он был очень интересный, с тем, что мы создавали, образно говоря, саму атмосферу деревни, якутской деревни, такой аутентичной. Да? Он был очень в работе. Есть такое понятие, как ламповость. Да? То есть ты создаешь такое атмосферное помещение, атмосферные, допустим, отношения между людьми, освещение. И таким образом само производство было, скажем так, это было больше творчеством, нежели работой. Сколько человек работали, получается, над мультфильмом? Вообще в титрах у нас порядка 30 человек указаны. Но вообще в студии у нас человек 10, наверное, работает. Какие сложности были при создании? Лично я свой опыт скажу, да. Я до этого работал, я делал 3D-дизайн помещений, да, и для меня было, лично для меня было сложностью в начале, да, то, что я всегда делал, предметы, которые, реалистичные. То есть ведро — это ведро, то есть тонкое помещение, то есть грань такая и так далее, где-то шов и так далее виден. А в анимационном он должен быть немножечко другой, то есть он должен быть, как это говорится, он должен быть гротескным, более такой. То есть толстые стенки, толстая ручка и так далее. Для меня вначале было это немножко проблематично, но потом как-то приноровился. А как вообще создается мультфильм? Художник рисует, он представляет, как должен выглядеть персонаж, должно выглядеть окружение, и уже основываясь на это, мы создаем
окружение, или предметы, или одежду, так вот, типа, да. То есть основываясь на видении художника, да. То есть не на фотографии в данном случае, ну, художник основывается на фотографии, как бы, да, он рисует уже мультипликационное, типа, а вот мы должны уже полностью как видит художник, потому что художник уже согласован, ну, как бы все согласовано, типа, да, то есть не должно отходить оттуда. А кто добавляет действия? 3D-аниматоры, вот, они у нас есть, получается, и они у нас, вот, допустим, в 3D-мультике, это, мне кажется, одно из самых сложных, это создание движений. Это очень трудоемкий, и чтобы они были более плавными, более человеческими, скажем так, или как сказать, да, ага. Это, вот, мне кажется, самый сложный процесс вот этого, и длительный. И длительный. Да, ага. Ну, за эту работу вы заняли 2-е место в конкурсе стартапов Startup Village фонда Сколково, да? Там же получили приз зрительских симпатий в народном голосовании. Это в Телеграме случилось, да? Угу. И до этого выиграли региональный этап в Якутске данного фонда. Ага. Ну, что вам дает такой результат? Ну, во-первых, наверное, это заметность, то, что о нас узнали, стали говорить, стали писать. А вот именно в материальном каком-то плане, ну, нет, особой выгоды не было, поскольку на оригинальном этапе мы получили 300 тысяч, а вот на российском, ну, как бы просто грамоту. Самое главное, это вот какие-то отношения. Вот на Startup Village многие подходили, узнавали, во-первых, о том, что вообще есть Якутия, о том, что есть такая классная анимация, оказывается, в Якутии. Наладились какие-то контакты. Допустим, тот же фонд Сколково в Индии, например, уже предложил перевести на индийский язык наш мультфильм. Классно. Вот я помню, на стартап-туре в Якутске там был представитель Первого канала, технический директор, по-моему. Он мимо проходил и такой: вау, ничего себе, это у вас что, куклы, что ли? Ну, то есть настолько было это все реалистично, детально и так далее, что вот он даже не поверил. И вот все отмечают, во-первых, качество, во-вторых, отмечают интересный сюжет, добрый сюжет. И вот то, что это очень, ну, необычно, да, узнавать что-то о севере, о Якутии. Вообще в этом году на Сколково впервые было такое направление, как Creative Tech. Обычно Сколково направлено на чисто технологические какие-то вещи, а вот креативные появились впервые. И ну, вот поэтому как бы, я считаю, что нам удалось туда вообще попасть. Потому что, ну, наконец-то люди осознали, что креативная индустрия – это тоже очень важный двигатель экономического прогресса. Про краудфандинговый конкурс немножко. Сейчас мы запустили краудфандинговую кампанию на платформе Boomstarter, чтобы каждый мог поучаствовать, внести свой вклад в развитие якутской анимации. И за это мы предлагаем какие-то прикольные бонусы, да, скажем бонусы. Так. Да. Да, например, можно попасть на закрытый предпоказ будущего мультфильма или получить артбук, или стикеры, или футболку, или все что угодно, вплоть до каких-то появлений в мультфильме. Подробнее про это расскажите, пожалуйста. То есть человек просто, как можно попасть, просто вот на Boomstarter это площадка, да? Да. Как можно внести вклад свой? Ну, путем внесения каких-то посильных пожертвований от 500 рублей до бесконечности. Да. Ага. А срок какой, до какого? По-моему, через 3 месяца. В течение 3 месяцев мы должны собрать сумму 3 миллиона рублей. Над чем сейчас работаете? Какие планы? Да, мы создаем вообще коллекцию зимних мультфильмов, и «Бык холода» — это только начало. Все это создается как бы в своей отдельной вселенной. На берегу реки Лена, в тихой деревушке у нас будут происходить разные истории зимние. И следующий мультфильм у нас посвящен традиционной зимней подледной рыбалке на карасей, который все жители республики знают как Монха. Вот следующий, вот этот Монха планируем завершить к концу этого года.
И третий мультфильм будет называться «Танха». Он выйдет уже в следующем году. Что нужно в первую очередь для развития региональной анимации? Для развития региональной анимации нужно вообще как бы в целом развивать сферу анимации в стране. Я читала данные Ассоциации анимационного кино России, и по их данным только 8 регионов в России из 80, то есть 1/10 часть, занимаются анимацией вообще. А 3D-анимации, ну, и того меньше, я считаю. То есть нужно вообще в целом везде развивать анимацию во всех регионах, развивать обучение, значит, чтобы была подготовка, практика специалистов. Тогда у нас будет все хорошо. Как сейчас обстоят дела с кадрами? У вас в команде все есть или набираете, может, еще аутсорсингом привлекаете? Аутсорсинг привлекаем, да. Ну, вот в части 2D-анимации, в части озвучки, музыки и так далее. Вы резиденты креативного кластера «Квартал труда». Какие у вас там есть условия? Ну, «Квартал труда» — это прикольное место создали, креативное. Там все, значит, представители творческих индустрий находятся. У нас в соседях Arctic Media, с другой стороны видеостудия, дальше есть студия озвучки. Ну, то есть это прикольно, если мы вот все там будем вместе работать, то можно будет, не выходя из дома, можно сказать, все вместе, все это делать. Ваши будущие планы — это производство ваших серий же, да? Ага. Да. Может, еще дополнительно? Ну, да, вот через год-полтора мы, наверное, уже приступим к созданию полнометражного мультфильма. Вот, и так далее, будем дальше двигаться. Где можно сейчас посмотреть «Бык холода»? Пока мультфильм у нас участвует на различных кинофестивалях, в том числе международных, поэтому там есть требования премьерности, поэтому пока что мультфильм недоступен, но потом, вот, когда вот все это закончится с фестивалями, он будет уже доступен для просмотра всем. А сколько времени, то есть продолжительность, хронометраж какой? Хронометраж 8,5. Там два героя, да? Мальчик Аял и дед Бекка. Ну, вопрос к Егору. Чем вдохновляешься? Какие мультики тебе нравятся? Вообще мне нравится две серии мультиков, скажем так. Это получается «Шрек» и «История игрушек». Чем мне нравится? Да? Тем, что в первых частях «Истории игрушек» и «Шрека» там, скажем так, на протяжении этих мультфильмов можно понять, как развивается 3D-индустрия. То есть мы, когда видели в первый раз «Историю игрушек», нам казалось «Вау!». Да? Сейчас ты смотришь «Историю игрушек» и ты видишь, да, как-то, ну, поскромнее уже, да? И таким образом мне вот, это развитие мировой индустрии 3D. И поэтому и анимации, мне кажется. И поэтому мне нравятся эти серии. Я люблю смотреть и пересматривать, то есть что-то замечать уже такие из них, какие-то детали, какие-то приемы и так далее. Вот уже. То есть смотришь уже, после того, как я уже начал работать здесь, в Тундре, я уже смотрю туда, на эти мультфильмы не как зритель, а уже как-то немножко, скажем так, немножко с профессиональной частью, что ли, да? Вот. Как вы пришли вообще к Тундре, как стали заниматься этим? Меня Александр Хлопков позвал в команду, и мне сразу понравилось, что это вот про нас, да, про якутов, про Саха, про всех жителей Якутии, про все национальности Севера, что вот это такая классная, близкая история, очень душевная, и коллектив у нас соответствующий, все свои, все дружелюбно относятся друг к другу. Это все очень, как вот сказал Егор, лампово, все очень атмосферно. Ваша основная миссия в чем заключается? Вот репрезентировать народы Севера в анимации мировой, чтобы о нас все узнали. Мы сейчас создаем серию коротких таких роликов про лето, про летние какие-то моменты. И это уже идет у нас коллаборация с известными якутскими и не только художниками. Вот у нас уже вышла коллаборация с Ильей Казаковым.
Все зрители отметили, что сразу им повеяло каким-то деревенским настроем. Утро, когда бабушка делает кёрчик с земляникой. И следующее у нас выйдет к Исеху, приурочено. И вот в течение лета мы будем выпускать такие коротенькие коллаборации с известными художниками. Мы создаем, ну, первый мультик у нас получается, это же легенда народа Саха, да, получается. Об этом не каждый знает в России, да, то есть таким образом мы знакомим народ, ну вообще Россию, и не только, с нашей культурой, нашими мифами и легендами. То есть таким образом мы как Саха, да, являемся частью мира и таким образом даем лепту. Как у нас Солонхожа является ЮНЕСКО, также и подобные легенды тоже нужно запечатлеть своего образа в таких маленьких хотя бы сюжетах. Ну, ребята, это очень классно. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов. Спасибо, что вы пришли к нам, рассказали, поделились. Желаем дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо.